Добрый день, меня зовут Раиса Зубарева, я представитель движения за независимость Саха. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, прокомментируйте его, подпишитесь на наш канал, этим вы поможете продвижению нашего канала. Наступивший год объявлен годом защитника Отечества в России. Да? Вслед за Путиным Айсен Николаев объявил в Республике Саха год защитника Родины. Я объявляю 2025 год в Республике Саха-Якутия годом защитника Родины. Дорогие якутяне, друзья, я верю, что наступающий год станет годом славы и гордости за наш народ, за родную республику, за свою страну, великую Россию. Очевидно, что все это делается не для людей, а в интересах Путина и сохранения власти и Путина, и, соответственно, власти Айсена Николаева. Действительно, давайте задумаемся, от кого мы должны защищать Республику Саха? Неужели кто-то на нас напал? Разве мы действительно вынуждены от кого-то защищаться, от той же самой Украины? Очевидно, что нет. Если вы думаете иначе, назовите дату и час, когда на нас напало какое-либо государство, например, Украина. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Уже штук 20. Следующий вопрос. Да? Кто является настоящим защитником Республики Саха сегодня? Это те военные, которые воевали в Украине ради амбиций одного человека. Это те осужденные, которые подписали контракт ради амнистии. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем. Подошли к Киеву. Потом, русским языком называю, обосрались и отошли. И теперь всем им в рамках этого года, да, года защитника Отечества, всем им, значит, будут раздаваться направо и налево разные льготы, разные призы, да, квартиры, машины, земельные участки, лучшее медицинское обслуживание они будут получать, у них будут лучшие школы, у их детей, да, у них, значит, они своих детей будут без очередей отдавать в детские сады, да, питание бесплатное в школах у них будет. В связи с этим вспоминается вот довольно знаменитая фраза экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Мы что, вообще что ли ничего не понимаем? Мы что, вообще что ли ничего не понимаем? Это наши дети, какие деньги? А ведь так и будет. Те, кто не согласился убивать чужих детей и женщин в Украине, будут стоять в очередях, получать худшую медицину. И, кстати, почему так называемые защитники Родины не получают льготы у себя на родине? Ну, я имею в виду Российскую Федерацию. Они же защищают Российскую Федерацию, да? Почему они не получают квартиры, машины, земельные участки, бесплатные места в детских садах и школах, бесплатное питание в школах в Российской Федерации, в Москве, например, или в Санкт-Петербурге? Как вы думаете, москвичам вообще это понравится или нет? Или жителям Санкт-Петербурга понравится, что кто-то придет и будет бесплатно получать вот такие значит, призы от государства? Наверное, нет. Да, потому что мы, саха, тувинцы, калмыки, ингуши, башкиры, буряты, те, кто в больших количествах погибает на этой войне в Украине. Мы для русских люди третьего сорта. Помните, что случилось с таджикской семьей, которая выиграла сертификат, которая получила сертификат на квартиру в Москве? В подмосковных Мытищах арестовали многодетную мать из Таджикистана, которой ранее выдали жилищный сертификат. Задержанная мать 7 детей Тахмина Самадова. Она получила сертификат на приобретение жилья за госсчет вместе с супругом Рамазоном Рахимовым 13 января. Документы им вручила глава Мытищ Юлия Купецкая. Несмотря на российское гражданство супругов, в соцсетях развернулась ксенофобная травля многодетных родителей. Люди оскорбляли семью из-за национальности. А глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку семьи. То же самое будет с любым нерусским, который будет претендовать на любую льготу в центре Российской Федерации, в центре той страны,
интересы которой они якобы защищают. На мой взгляд, защитниками Республики Саха можно назвать бывшую депутатку Илтумен Султану Мыран. Такими же защитниками можно считать журналиста УПХА, а также представителей движения конфедералистов Павла Ксенофонтова, Михаила Артемьева. Сейчас защитниками Республики Саха является тот же самый блогер Полит Саха, Владислав Амосов, Сайдох Амос, Дима Павлов, Айхал Амосов, Майя Васильева, Никита Андреев. Вот настоящие защитники интересов Республики Саха. Эти люди не побоялись говорить правду, а не просто демонстрировать республику в хорошем свете, да, как это делают некоторые блогеры. Теперь другой вопрос. В связи с объявлением Года защитника Родины вообще возникает большая тревога, что нас ждет в мае этого года. В этом году Россия будет отмечать 80-летие победы во Второй мировой войне. И есть опасения, что патриотическая истерия, или как ее еще называют, победобесие, перерастет в нечто большее. И если раньше дело доходило только до того, что была обесценена георгиевская ленточка, ею выдавали сдачу в магазинах, да, ею обвешивали собак, сумки и, в общем, и машины свои, да, топтали в грязи, то страшно представить, что вообще будет происходить сейчас на фоне этой массовой вакханалии вокруг 80-летия Победы. Я вообще не спорю, патриотизм, то есть любовь к своей родине, важен для любого общества. Но эта любовь должна быть нормальной. Она не должна переходить в истерику, как это происходит в России. Любить родину, на самом деле, это хорошо. Если эта любовь не ведет к войне. Совершенно неправильно утверждать, что иммигранты любят свою родину меньше, чем те, кто остался в Республике Саха. Критика власти – это не ненависть к родине, это стремление свою родину сделать лучше, потому что нам есть с чем сравнивать. А сейчас то, что мы наблюдаем в Республике Саха, это не патриотизм. Во-первых, многие Саха сами не знают, что именно является их родиной. А мы, иммигранты Саха, выступающие за независимость от России, четко для себя определили эту границу. Наша родина – это Республика Саха, а никакая не Российская Федерация. Потому что мы не подвержены российской пропаганде и четко понимаем, что Саха никогда не станут своими для русских. Те же, кто не определился, кто живет в Республике Саха, этнически является Саха, но говорит, что в душе он русский, это либо манкурты, все мы знаем, да, значение этого слова, либо, как сейчас их называют, дежурная нерусь, да, то есть те, кто продал свою идентичность за конкретную определенную сумму. Согласно, слово «манкурт» звучит очень резко, но согласитесь, что это все же мягче, чем та истерия, которая сейчас происходит вокруг русского патриотизма. А еще хуже те люди, о которых я говорила выше, да, кто все понимает, но ради денег готов называть себя русским, являясь при этом этническим саха, и транслировать на всех площадках так называемые красоты русского мира. Вот это действительно самые гнусные люди. Спасибо за внимание.